В эфире новости. Главные события дня. С вами Василий Раченко. Смотрите в программе. Густой туман в столице региона привел к задержкам авиарейсов. Самолеты были вынуждены совершать посадки в соседних городах. Владимир Путин встретился с руководителем Якутии Айсеном Николаевым. На повестке стоял вопрос зданий для школ. Какое решение приняли по итогу встречи? Десант литературной газеты. В Нерюнгри по приглашению Союза писателей Якутии прибыли Юрий Поляков и Владимир Еременко. Сильный туман в Якутске стал причиной задержек рейсов самолетов как на прилет, так и на вылет. 2 самолета из Москвы, а также рейсы из Новосибирска и Симферополя перенаправили в другие аэропорты. В частности, в аэропорты городов Нерюнгри и Хабаровска. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе аэропорта. Помимо прилетов, утром самолеты также были задержаны и на вылет. И в связи с этим в аэропорту Чульмана произошло скопление авиапассажиров. Несмотря на общую пропускную способность аэропорта в 100 человек, там находится 730 людей, которые прилетели рейсами авиакомпании «Якутия». Персонал аэропорта делает все возможное, чтобы урегулировать данную ситуацию. Мы летим с Симферополя. Дети отдыхали в городе Евпатория. И в связи с задержкой приземлились в Чульмане. Не знаю, сколько задержим. Ну, где-то часа. Ну, час, наверное, здесь. Какие тут в Нерюнгри могут быть условия? Мы с век летим, мы привыкли к этим условиям. Так что нас ничем не удивишь. Ну, вот один борт отправят на Якутск, он пойдет. Следующий мы, наверное, подождем еще минут 30. Туман уйдет, улетим. Как нам стало известно, рейсы в Якутск в настоящее время возобновлены, туман рассеивается. Как отметили в пресс-службе аэропорта, видимость нормальная. 3 борта уже вылетели в столицу региона, еще 2 готовятся к отправке. К другим темам. Владимир Путин встретился с руководителем Якутии Айсеном Николаевым. На встрече российский лидер пообещал дать поручение правительству рассмотреть вопрос о софинансировании реконструкции готовых зданий для школ. Как подготовка к новому учебному году у вас? Подготовка идет хорошо. Мы, в принципе, готовы. Все школы откроются вовремя. Образованию у нас в республике всегда уделяется большое внимание. И мы благодарим за поддержку руководства страны. Сейчас, конечно же, проблема у нас одна. Детей у нас с каждым годом больше. Вот, в том же городе Якутске, я за 5 лет, когда руководил городом Якутском, когда я приходил, было 32 тысячи школьников, а сейчас их уже 42 тысячи. За 5 лет 10 тысяч. Ну, у вас там, я помню, план был строительства новых учебных мест, по-моему, на 1500 человек. Да, по городу Якутску сейчас реализуется проект государственно-частного партнерства, он уже заканчивается. Мы его начали в 2015 году, заключили. 12 социальных объектов, из них 4 большие школы, 5 крупных детских садов и 3 объекта культуры. Дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты будут сданы в конце 2018-го, в первой половине 2019 года. Ну, учебных мест, да, учебных мест. 1620 это по минимуму. Это вот проектная мощность, а там-то на самом деле у нас, к сожалению, в Якутске даже по 43 ребенка в классе сидят. Ну, достаточно большая уплотненность. И, конечно же, Владимир Ильич, вот сейчас появилась у нас какая возможность? В городе Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под эти школы. Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы. Они могут, в принципе, при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать. Там у нас еще около 1000 мест может быть открыто. 3 таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит у нас бюджета достаточно большой в этом году. Сколько стоит это? Порядка 600 миллионов рублей. Оценки все произведены, все проверили, все, в принципе, они нас подходят, но вот пока денег не хватает, вот, мы, конечно, просили бы
у вас, если такая возможность есть, дать поручение правительству Российской Федерации, чтобы какая-то помощь нам была оказана. Владимир, на самом деле проблема очень острая, потому что, еще раз говорю, это же хорошо, что детей у нас больше и больше. Конечно. Вот. Город растет, развивается, и, конечно, надо, чтобы дети учились в хороших условиях. Давайте посмотрим. Но я думаю, что правительство будет предлагать на условиях софинансирования. Ну, мы всегда готовы идти, мы всегда софинансируем реконструкцию и так далее, все возьмем на себя. Хорошо, такое поручение. Спасибо. Спасибо. И как результат государственно-частного партнерства в столице республики полным ходом идет строительство новых детских садов. На территории Якутска сейчас работы ведут на 5 объектах. 2 здания детского учреждения введут в эксплуатацию уже в этом году. Один из них откроется в 203-м микрорайоне. Детский сад на 315 мест строит компания «Газэнергомонтаж». Бригады выполнили 80% плана, все коммуникации провели. Сейчас идет работа над монтажом бассейна. Окончание строительства декабрь месяц 2018 года. Строительная готовность на данный момент 80%. Остаются небольшие доработки, вентиляция, электрика. Остается благоустройство и все. Сейчас работает порядка 120 человек на объекте. Вот. Планируем немножечко увеличение людей для того, чтобы все это закончить в срок. Что касается изменений в системе образования, то Министерство просвещения предлагает изменить правила выдачи школьного аттестата с отличием и золотой медали. Если раньше для этого было достаточно учиться на 5, то сейчас будут иметь значение и результаты ЕГЭ. Медаль дадут тому, кто сдал русский язык и профильную математику не менее чем на 70 баллов или получил отлично по базовой математике. Проект документа сейчас находится на общественном обсуждении. Об этом сообщила «Российская газета». 1 сентября в стране за парты сядут 1 миллион 800 тысяч первоклассников. Какие нововведения ожидают их в новом учебном году? Итак, по порядку. У первоклашек по-прежнему не будет домашних заданий и оценок, но в сентябре-октябре по 3 урока в день, в ноябре-декабре по 4. Продолжительность от 35 до 40 минут. Дважды за урок физкульт-минутка. В начальной школе с этого года массово вводят шахматы. Уже разработаны учебники и созданы рабочие программы для учителей. Общий объем курса 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2, 3 и 4 классах. Тысячи педагогов прошли переподготовку, закуплены столы и доски. Вариантов работы 2. Либо играть в шахматы вместо 3-го урока физкультуры, или же во время внеурочных занятий. Тем временем более 5000 абитуриентов стали студентами головного вуза Якутии. В Северо-Восточный федеральный университет по всем программам обучения подали порядка 8000 заявлений. От абитуриентов, желающих обучаться на очной форме обучения, бакалавриата и специалитета, поступило 3500 заявлений. Среди общего числа поступивших 241 человек обладатели аттестата с отличием. Больше заявлений по сравнению с прошлым годом подали по программам среднепрофессионального образования и ординатуры. Прием документов на заочную форму обучения продолжается. Он продлится до 20 сентября. В этом году у нас больше заявлений поступило для поступления на юридический факультет, медицинский институт. Так, например, можно отметить, что у нас медицинский институт на лечебное дело и на специальность стоматологии. Очень большое количество зачисленных. И на обучение по программам юридического факультета – это юриспруденция. Это и среднее профобразование, и бакалавриат, и магистратура. Отмечается везде высокий рост. В рамках 5-й международной биеннале современного искусства жители Якутска пригласили на форум городских сообществ. На протяжении 2 дней, 29 и 30 августа, в столице проходят мастер-классы. Второй день форума проходит на территории крытого экстрим-парка «Арена-31». Там провели дискуссию на тему «Культура формирования устойчивой городской среды», в ходе которой гости вместе с экспертом обсудили различные темы от развития общественных пространств и до влияния наружной рекламы на облик города. В Нерюнгри по приглашению Союза писателей Якутии прибыл десант литературной газеты, а именно писатели Юрий Поляков и Владимир Еременко. Они встретились с главой района, а во второй половине дня с работниками образования. Также гости осмотрели производственные объекты. Вечером же в городской библиотеке состоялась встреча с писателями, где побывали и наши корреспонденты.
На встречу с известными писателями пришло немало нерюнгринцев, ведь такие гости в Южной Якутии редкость. Юрий Поляков не просто известный писатель, но автор, которого интересно перечитывать. Его повести «100 дней до приказа», ЧП районного масштаба, работа над ошибками, выйдя в свет, сразу стали бестселлерами. Поляков известен своей публицистикой и активным участием в общественной жизни. Писатель все-таки главное всегда это общение с читателями. Ну, тем более я представляю литературную газету как председатель редакционного совета. Это старейшее российское издание, основанное Пушкиным еще и Дельвигом. Вот. И, как правило, и мои читатели, они, оказываются, и читатели литературной газеты. И, в общем-то, много общих тем, и есть о чем поговорить. Владимир Еременко – давний друг писателей Якутии. Он не раз бывал в республике, много писал про жизнь якутян. Он является одним из известных прозаиков нашего времени, а также лауреат нескольких литературных премий, член редакционного совета литературной газеты. Первый мой приз был еще при советской власти. Мы от Союза писателей приехали сюда по замечательному поводу. Вашему великому ученому Суарону Амалону была вручена последняя, наверное, в Советском Союзе звезда Героя соцтруда. Наша газета очень много писала о Якутии. У нас были экспедиции здесь очень большие. У нас была вертолетная экспедиция, в которой принимали участие писатели по всему крайнему северу. Поляков не только талантливый прозаик, но и признанный поэт. Читатель всегда находит в его произведениях захватывающие сюжеты, социальную остроту, психологическую достоверность и легкий юмор. Поклонники писателя были сегодня счастливы пообщаться с ним и взять у него автограф. Осталось очень приятное впечатление. Юрий Михайлович очень позитивный человек, простой, доступный в общении. Вот дал какие-то рекомендации. Мне как преподавателю, филологу было это очень полезным. Дал даже свои координаты, чтобы мы могли с ним сотрудничать в рамках научно-исследовательской деятельности. Перехлестывает эмоции. И тем не менее, все-таки я вспоминаю советский Нерюнгри, когда и очень артистов много было, очень космонавтов было много, очень писателей, поэтов. Но я думаю, что возрождение начинается. Писатели пробудут в Нерюнгри до 2 сентября. Их сопровождают якутский прозаик и драматург Василий Васильев Харысхал и заместитель министра культуры республики Николай Макаров. В самое ближайшее время смотрите на нашем канале более подробное интервью с писателем и поэтом Юрием Поляковым. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. Это были все новости к этому часу. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.